Как только я не снимал для вас город Мирный, но вот впервые, наверное, снимаю его на рассвете. Солнышко еще не встало, время почти 10 часов. И вот такое вот, ну, не совсем светлое утро, но вот оно такое вот голубое. Мы сейчас поедем с вами по улице Советской. Проезжаем торговый комплекс Мега. Весь почему-то он практически пустой. Видимо, пандемия как-то на этом деле сказалась. Очень много помещений сдается в аренду, практически весь второй этаж. Там еще и кафешка была, но сейчас она закрыта. Ну и традиционно телерадиокомпания «Алмазный край». Приветствую вас. Надеюсь, у вас все нормально. Вы сегодня выйдете на улицу и офигеете. Ваши камеры откажутся работать на такой температуре. А, друзья мои, я вас сегодня приветствую. Вот так включу вам свет, чтобы вы меня видели. Сегодня доброе мирнинское утро. И на улице минус 35 градусов, 35. Местами в городе 38, но в среднем 35-36 градусов по городу. И мы едем с вами. Едем, смотрим. Город постепенно превращается в новогодний. Везде развешали вот такие красивые дождики, все украсили, все дома, рестораны, магазины. На площади, конечно, елочку зажгли. В общем, город уже в предвкушении новогодних праздников. Магазины затариваются подарками различными. Все такое новогоднее. Новогодние вещи, платья, пинжаки. Вы меня поняли, да? Новогодние костюмы. Дети разучивают стишки, песенки, различные новогодние концертные номера. Уже начали, уже потихоньку все движется к тому, чтобы весело-весело встретить Новый год. Сейчас мы с вами небольшой такой сделаем объезд. Вот здесь вот перед поликлиникой сверну. Друзья, просили меня проехать, знаете куда? Вот слева детская, вот взрослая поликлиника у нас, да? И вот, не знаю, зачем меня просили проехать туда. Вот там у нас госавтоинспекция.
далее мы вот туда едем. Там, знаете, был электроучасток по ТСЖХ раньше был, там вот за поликлиникой, он там находился. Вот справа морг. Вот участок по ТСЖХ, он вот там. Так. Здесь у нас все перекопано. Ну и все, друзья мои. Вот больше ехать некуда. Сейчас я здесь заеду, развернусь. Просто развернусь тут. Здесь какие-то гаражи. Гаражи. Вот видите окна, это поликлиника. Все, дальше проезжать некуда. Здесь территория огорожена. Хорошо, хоть здесь ворота были открытые. Мы заехали сюда. Все. Как бы меня просили вот до какого-то еще старого морга проехать. Ну, вот нет никаких дорог, здесь больше нет. Вот слева ГАИ площадка. Вот она, площадка, это ГАИ. Это заборчик уже поликлиники. Это площадка, помните, здесь стоянка. Вот там проходят, вот это здание, это здание. Там техосмотр мы проходим. ИП Щербенко, кто помнит, друзья мои, вот наверняка многие здесь проходили техосмотр, стоянка это здесь была. Щербенко. Так, вот у нас профилакторий Горняк по правую сторону, это его большой 9-этажный корпус. Так, мы едем. Телефон мой разрывался, поэтому пришлось ехать назад. Все, разворачиваемся. И в обратном порядке профилакторий Горняк, 9-этажка, поликлиника. И госавтоинспекция. Все, вот опять объезжаем профилакторий Горняк вокруг. И выезжаем на улицу Тихонова. Но улицу Тихонова мы не будем. Снимать, потому что мне надо ехать дальше. Вот не удалось мне поснимать улицу Тихонова в предрассветной мгле. Ну, я обязательно это сделаю как-нибудь. Может быть, днем. Очень быстро светает, буквально 20 минут. И вот все, уже светло, уже все хорошо видно. Мы подъезжаем к площади Ленина. Друзья, как вам понравился наш новогодний зажигательно-елочный выпуск? Мне он самому понравился, я его, честно скажу, он 2 раза пересмотрел. Ну, пересмотрел я не потому, что он прям вот, ну и потому, что он мне нравится, а просто, блин, вот вернуть вот это новогоднее настроение, предновогоднее, когда елочка горит, когда на площади очень много народу, когда ребятишки от радости кричат, спускаясь с горы. Обалденно. Вот эта вот атмосфера, вот эта предновогодняя, просто вот зажигает. Хочется праздника, хочется, как ни крути, а вот эта предновогодняя вся вот эта суета, она вот как-то нас приободряет, как-то она нас зажигает, и вот сразу настроение повышается. Огромное всем спасибо за то, что вы написали такие теплые комментарии по этому поводу. Я тоже с вами, присоединяюсь к вам. И вот все равно чувствуется вот эта предновогодняя вот эта суета, вот она прям в душе так тепло согревает. Хочется скорее поднять бокалы. Ну, я не тороплю время, конечно, но вот оно как-то вот уже такое чувство, что вот когда елку поставили, все, это уже началось. Уже прямо все. Можно нарезать салатики, можно заказать или изжарить поросенка целого в духовке и сидеть в ожидании гостей. Надеюсь, в этом году наши новогодние празднования не пройдут в онлайне, а нормально, как это называется, не заочно, а очно. Ну, вот такие вот дела. Все, мы едем дальше и будем вам освещать новости. И вот то, о чем я вам говорил,
потепление наступило. Вчера было еще 37 градусов, а сегодня уже 17. Вот утром 17, к вечеру обещают просто 7. А снега нафигачило просто пипец какой-то. Я вчера смотрел Владивостокские новости, все-таки там циклон пришел. И как обещал, 40 миллиметров, 400 миллиметров осадков они были. Там тоже все замело, но у них хотя бы стабилизировалась погода. Вроде как. Но они, правда, молятся, чтобы это все не растаяло очень быстро. Но у нас-то точно не растает. А у нас 100 миллиметров осадков выпало. Это вот как раз, скорее всего, тот циклон и пришел из Владивостока, с дальневосточного региона к нам. И тепло, и снег. Вот как-то так. Тропинки люди уже успели с утра немножко натоптать. Но это чисто по интуитивно. Там, где они были раньше. Вот такие вот дела. Я же иду на работу. И представляете, что мне там предстоит. Ох, сейчас будет работа лопатой и метлой. После сильнейшего снегопада, который продолжается вот уже около суток, снег практически не убрали. Я думаю, что, наверное, ночью будут убирать снег дорожники. Сегодня суббота. Им, наверное, не до этого. Ну, вернее, днем просто водители не дают им заняться этим вопросом. Как правило, все туда-сюда ездят. Им просто нет пространства, чтобы заняться очисткой дорог. Поэтому я думаю, что коммунальщики сегодня где-то с часу ночи, может быть, может чуть позже, начнут чистить дороги. Либо подождут, когда выпадет полностью весь этот осадок. Потому что завтра еще тоже тепло. И снег будет продолжать идти, скорее всего. Сейчас мы доедем до площади Ленина и посмотрим, как у нас там елочку нашу зажгли или нет. Потому что вот издалека вижу, что надпись «С Новым годом» горит. Елочка наша и елочка тоже наша сверкает своими прекрасными огоньками. Сейчас мы это дело попробуем заснять.
погода, конечно, вообще, блин, нифига не летная. Сильнейший ветер. Он, конечно, старался, боролся. Блин, ну никак не получалось у нас летать ровно, потому что такой ветер, он ему сопротивляется, конечно, но ну, это не то. Днем не получилось у меня выехать, хотя погода лучше была и даже не было ветра, был просто небольшой снегопад. Короче говоря, с полетами у нас сегодня не удалось, но все равно смотрите, вот что у меня получилось. Вот такие небольшой такой сюжет с площади Ленина. Ребятишки, где играют сейчас снежки, катаются с горок. Вот, наслаждаются последними теплыми этой зимой, можно сказать, теплые деньки. Сегодня, может быть, еще завтра температура будет в районе 5-7, ну, до 10 градусов. А это для нашего брата самая подходящая температура, чтобы побалдеть, погулять, насладиться выходными днями. Вот как-то так. Поэтому, друзья, мы на этом мой очень короткий выпуск заканчиваем. И до новых встреч. Кстати, чуть не забыл. Обязательно внизу оставьте свой комментарий, лайк и подписку. Вот такие вот дела. А теперь точно до новых встреч.